Сделать литературу доступнее – место, где учтены особенности книголюбов от мала до велика. Модельная или библиотека нового поколения. Это прежде всего 7 зон комфортного чтения для творческой молодежи, привычный всем читательный зал и мультимедийная площадка. Предусмотрели и удобства для посетителей с ОВЗ. В библиотеке бывает очень много читателей, и взрослых, и детей. Она никогда не бывает пустой. Дети любят сюда ходить. А чем они обычно здесь занимаются? Они книги читают, мультики смотрят, на компьютере работают. Полная модернизация повлияла на посещаемость как юных читателей, так и старших. Есть чем заняться и самым маленьким посетителям. Здесь есть отдельная детская площадка, где ребята могут мастерить поделки, а еще смотреть мультики на интерактивной доске или занять время за познавательными играми. Прохожу я здесь в свободное время, очень часто прохожу, чаще читаю книги, русскую литературу. Я каждыми днями хожу, играю в компьютеры, читаю книги, литературу и смотрю на мониторе мультики. Что ты любишь обычно читать? Не знаю. Я все люблю читать. Тут есть фантастика, есть истории, есть все книги, которые тебе подойдут. Уютно, красиво, познавательно и интересно. Вот такими эпитетами награждают обновленный храм знаний. Модельная библиотека, открытая в Мужичи в 2022 году, принимает читателей почти каждый день. Всему причиной новые условия, которые гораздо лучше старых, отмечает Раяна Балаева. Девушка тут завсегдатая. Наверное, я перечитала тут все. Есть книги, которые я прочитала один раз, а есть те, которые перечитываю чуть ли не на постоянной основе. И эти книги я ценю, наверное, намного больше, чем остальные. Это, например, какие книги? Из современной литературы я бы выбрала, наверное, «Голодные игры», это прям молодежное, а из художественной «Войну и мир». Предпочтения читателей учтены в полной мере. Соединение с Национальной электронной библиотекой, станции самостоятельной книговыдачи, электронные читательские билеты, а еще отдельный уголок для слабовидящих и слабослышащих. Плюсов тут немало. Конечно, после модернизации к нам читатели чаще ходят, есть спрос литературы, особенно художественная литература. Открытость, доступность и технологичность. Все модельные библиотеки сделаны по единому принципу, но каждая из них по-своему уникальна. Напомним, что на территории Ингушетии действуют еще 2 модельные библиотеки, реконструированные в рамках нацпроекта «Культура». Расположены они в Назране и Зязиков-Юрте. Главная цель проекта – повысить интерес к посещению библиотек и привить желание к чтению. Амина Зязикова, Хасан Евлоев, Магаз 24.